Так, всем привет! Это мини-гайд по PUBG. Тех, кто просил. Все начинается от настройки самой винды. Заходите в дебаф поисковик, заходите в панель управления, заходите в мышку, указатель и отключаете повышенную точность установки указателя. Она влияет напрямую на сенсу. То есть, если она у вас выключена, сенса у вас стабильная максимально стабильно. То есть, если вы максимально быстро наводитесь с точки на точку, у вас сенса как бы одинаковая, она не меняется. У вас одинаковый DPI получается. И скорость стабильная. А если же вы здесь включите акселерацию, это называется акселерация по-другому, то у вас будет происходить совсем другое. Это ускорение мышки автоматическое. У вас скорость мыши не будет стабильной. Так что эту функцию отключаете и меняете. Это касается всех шутеров. Также можете повысить скорость мыши в самой системе. Это нужно для того, чтобы быстро лутаться. Соответственно, если у вас скорость мыши маленькая, то и двигать ее будете, когда нажимаете Tab, вы будете двигать медленнее. Потому что когда вы нажимаете Tab, тут скорость мыши именно система работает. Это мешает как бы лутаться. Также есть функция, как быстро лутать предметы любые. Это когда лежит, допустим, берил. Вот вы, допустим, упали. И вот лежит берил и 90 патронов. Всегда так. И куда проще нажать на берил правую кнопку мыши и левой кнопкой мыши все остальные патроны забрать. Это выглядит примерно вот так вот. Через F вообще не лутайтесь. Желательно. И желательно всегда двигайтесь. Так, с мышкой мы тут закончили. Переходим на электропитание. Ставьте высокую производительность. Так, переходим на панель управления. Так, вы тут можете добавить разрешение новое. Это 1728. Либо также Full HD оставить. Я лично играю на Full HD. Кто-то ставит на 1728. Разница не сильно большая, но это уже опять же дело привычки. Советую поменять цвет. Регулировка параметров всегда рабочего стола. Это повышайте здесь яркость. У меня 65 стоит. И также цифровая интенсивность на 100%. Тогда у вас картинка именно с монитора будет очень яркой. Вы будете максимально быстро замечать противников. Также заходите в регулировку настроек изображения. Тут у вас будет по дефолту стоять качество. Ставите тут галочку, переводите на производительность, применяете. Потом заходите в управление параметрами 3D. Вниз. Тут получается, где качество, ставите высокая производительность. Потом по электропитанию здесь ставите максимальная производительность, опять же. И предпочтительная частота обновления это выше доступные. Тут все. Если вы такие настройки поставите, то у вас будет выдаваться почти максимальный FPS. Теперь переходим на настройки PUBG. Графика. Вот, если вы, получается, добавили в панель управления NVIDIA разрешение 1728,
то в папке у вас тоже она появится. Вы просто ставите, применяете, играете. Режим отображения полный экран. NVIDIA это отключайте, это минус FPS. Если вы какие-то мувики, там что-нибудь такое не делаете, то смысла от этого нету вообще. FPS лобби 60. Смысла нету перенагружать видеокарту. Просто так. Так что 60 ставьте, и это нормально будет. Лимит FPS в игре без ограничений. Если у вас получается из-за без ограничений нагревается видеокарта и из этого начинает лагать, то можете какой-то лимит поставить. Тоже будет плохо. Но желательно ставьте без ограничений. Яркость 100. Расширенные заходите в масштаб отображения, ставьте 100. Ни больше, ни меньше. Все остальное full низкое. Даже желательно текстуры. Если хочешь смотреть свои скины, типа, если ты скинодрочер, ставь ультра. Можешь среднее поставить, тоже неплохо смотрится. Хочешь просто ебашить, ставь очень низкое. Поле зрения 95. Это дефолт. Тут можешь любое значение ставить, тут уже отделы привычки, скажем. Опять же, как будто, знаешь, как сенса. Кто как привык, так и играет. Все остальное отключайте. Тут DirectX 11, так как тут сама по себе все это пишет, что все остальное нестабильно. То базовые ставьте и все. Также вот разница при низкой графике и высокой. Будет ли вам заметно или нет, но при высокой графике, когда еще масштабирование на 120 ставите, если вы даже включите резкость или нет, у вас в любом случае графика будет максимально смазанная, особенно со сглаживанием. Вы будете просто не замечать своих противников, и тем самым ваш результат игры будет намного хуже. Так что самое эффективное это поставить масштабирование на 100, остальное все на самое низкое. Тогда вы будете видеть каждый пиксель. Если кто-то где-то будет шевелиться, дергаться, даже если в траве будет человек лежать и просто шевельнется, со 100% вероятностью вы это заметите. По звуку ставьте все на высокое. Эту фигню включайте. И установите желательно программу Voice Meter Banana. Ее можно спокойно сейчас найти. Это пишите Voice Meter Banana. Вот вы ее открываете, спускаетесь вниз. Слишком пошли вверх. А вот. И вот здесь вот скачиваете. Да, вот ее скачиваете. Устанавливаете именно банану. И откроется у вас такая программа. Нажимаете здесь на A1 свой наушник. Выбираете ее. Тут повышаете свою громкость. Также убираете бас. И трембл немножко поднимаете. У меня вот такие настройки. У вас, может быть, будет по-другому. Ну, это уже от вашего предпочтения. Можете включить эквалайзер и настроить ее конкретно, как хотите. Все частоты там, это поменять, но я это не использую. Если вы хотите прям максимально четко все сделать, можете еще на эквалайзере полазить. Так что
смотрите сами. Так, управление сенса. Тут у каждого своя сенса. Тут отдел привычки. Смотря кто как тянет мышки и тому подобное, тут не надо за кем-то повторять. Тут надо самому выстраивать свою сенсу. Но больше упор делайте на множитель вертикальной чувствительности. Самое главное подобрать ее. Потому что от него будет зависеть ваша вертикальная сенса. Так как если стоит двойка, зажимать с перила будет намного проще. Но при этом, как вы видите, она прыгает вверх-вниз, потому что слишком большая скорость мыши получается. И чем меньше это значение, чем плавнее будете зажимать в одну точку. И тут надо балансировать. Лично у меня это 1.25, 24 и тому подобное. Ваше значение, не знаю, как вы будете подбирать, но это лучше делать где-то, где есть транспорт, движущая мишень, и по нему зажимаете. Если у вас плавно это получается, это очень хорошо. Также основной способ ввода это, допустим, у меня приседание стоит на удерживать, и прицеливание мне стоит тоже удерживать. Остальное все по дефолту. Что она делает? Она дает быстро заходить в прицел, допустим. У вас будет стоять значение переключатель, то есть вы один раз нажали, он у вас в прицеле, да? Отжали, он выходит с прицела. Это с первого лица будет выглядеть вот примерно вот так вот. Самая быстрая скорость это вот. Это вот если я спамлю. Но если вы берете, ставите удерживать, то вот он, ваша скорость. В ближних файтах это будет намного быстрее, полезнее. Но к этому надо привыкать. Также получается смысла нету перезаряжать постоянно ствол. Допустим, блять, какой нахуй перезаряжать? Я имею в виду, есть скип анимации. То есть, когда у вас вы только подбираете, допустим, берил, и вам надо перезарядить и перестрелять, да, другого типа, кто только взял ствол, допустим. Вы перезаряжаете, стоите, стреляете, он еще передергивает затвор, а потом только начинаете стрелять. Но есть скип анимации, это перезаряжаете, и когда только вставляет рожок, вы берете, убираете оружие и обратно достаете. Тогда происходит такая анимация, как скип анимации. Вы уже готовы, вы уже стреляете. А тот человек будет стоять и будет передергивать затвор, допустим, вот. Оп, оп. И тем самым он уже проиграет вам. Но, опять же, многие, допустим, делают это уже просто так. Это даже вот из 40, допустим, половины выстрелили, и они начинают вот эту вот скипать анимацию. Но в этом смысла нет, потому что когда в обойме есть патроны, он не будет передергивать затвор. Вот. Тем самым вы просто, отменяя анимации, вы сами себе таймер увеличиваете до стрельбы. Так, также у меня стоит, как я и говорил, приседание на удерживание. Это помогает быстро распикивать. Допустим, если вот есть человек, вы распикиваете. Вот. Не надо вот просто вот так вот плавно, там, медленно вот так вот выходить, либо вот так вот выходить.
Хотя тоже не ошибка. Желательно вот говорить вот так вот. Либо с ешкой там, не знаю, с наклоном, то есть. Вот так вот. Это правильное распределение. И запомните, левая сторона слабее, чем правая. Потому что справа у вас будет преимущество, слева вы открываетесь почти на фул тело. Сейчас я вам продемонстрирую это. Ага, хорош. Теперь будет это не было. Как видите, правый пик имеет очень большие преимущества, нежели левый пик. Под левым пиком вы больше подставляетесь, чем под правым. Но опять же, это надо чувствовать противника, где он стоит, как он будет реагировать. Уже от вас тоже все зависит. Не надо просто АФК, просто надо просто плавно входить. Забывайте приседать, вставать, чтобы ваша голова тоже балансировала. Так, управление это я объяснил. Так, привязка клавиш. Тут уже у каждого свой бинт. Вот мои бинды. Вот тут, наверное, я обратил бы внимание, допустим, на быстрая метка ЛКМ. Куда вы стреляете, вот где сверху градус есть, там показывает, куда вы примерно стреляли. Если, допустим, такая ситуация, как вы играете в складах, вы знаете, что на метке есть чел. Это сейчас просто метки появились, можно ставить. Раньше такого не было. Но вдруг, допустим, метка у вас где-то в другом месте стоит, и вы говорите дерево, и просто, допустим, в него стреляете, то другой человек с другой позиции, он будет понимать, какое дерево, если у вас, опять же, метка не стоит. Как бы лишним не будет метку сразу ставить. Также бегаю, присед у меня на пробеле, паркур у меня на скролле, прыгнуть на боковой кнопкой мыши. Потом бой. Прицелиться с плеча у меня на КТРЛ. И прицелен через прицел, ну, ПКМ. Тут, допустим, у вас будет защищение связи у вас вот так вот примерно. Но я их разделил. То есть вот это в прицел заходит, а это от бедра. Зачем я это сделал? Ну, потому что у меня и так правая кнопка на удержании стоит. Вот я быстро захожу в прицел. Но еще бывает такое, что нужно вот так вот, ну, от бедра стрелять. Это бывает в такие моменты, когда про вас никто не знает. Вы сидите в каком-то укрытии и кого-то ждете. И чтобы точно не промазать, не чтобы от бедра, так сказать, а чтобы, ну, более точнее попасть, вы в любом случае крысите, КТРЛ зажимаете. Это еще помогает вам медленно ходить. Как бы такая комбинация получается, что вот вы сидите и крысите. В остальных моментах вы в любом случае от прицела встречаете. Так, дальше. Основное оружие. Тут прикол в чем? Если вы убрали оружие и достаете, допустим, двойку, берил, он будет доставать ее намного быстрее, чем тот же самый СКС.
Это связано с тем, что когда вы нажимаете на 2, у вас человек начинает доставать берил из-под плеча. Вот. А когда первый слот оружия, он достает ее сверху. Из этого анимация чуть дольше, из этого где-то на 1/100, на 2/100 вы проигрываете. И тоже имеет фактор того, что вы можете где-то в какой-то момент на долю секунды профукать. А это где-то на 1-2 выстрела меньше сделаете вы. Также следующее оружие, предыдущее оружие, вот это уберите. Это вообще вам не нужно. Выбирайте оружие только через цифры, так будете точнее. Также гранаты советую брать через G. Допустим, вы, по крайней мере, кому-то надо дать смог, вы сразу G нажали, смог выбрали, дали смог. Нужна флешка, нужна хаешка, все это выбрали, сделали. А не так, что через 4 вы сидите, спамите и просто поймать не можете. Допустим, это вот у вас вот есть несколько вот таких вот штучек. И вы же не будете, когда кидаете гранаты, вот, брать и вот так вот подбирать. Либо стоять вот тут вот, типа. Я сам лично через таб делаю, но намного быстрее через G. Вот мой совет вам. Кто знает, вот баню вот так вот кидаете, он берет и башит. Так. Потом. Там что у нас? Гем, QE, убрать оружие. Можете отдельно чисто под гранату какой-то бинт сделать. Тоже не будет лишним. Потом что все фигня. Бинды на аптеке ставьте. У меня стоят бинды на аптеке. Допустим, в критические моменты я не нажимаю тап и не выбираю аптеку и не юзаю ее. Я сразу беру и, допустим, Alt-1, Alt-2, Alt-3, Alt-Q, Alt-E. И все. Я максимально все это быстро делаю. Не трачу на это время. Транспорт. Транспорт, все по дефолту, но советую вам забиндить перемещение сидения. Это W, E и Q. То есть, если вам надо взять быстро куда-то пересесть, чтобы не было такого момента, как, допустим, вы сели, вам надо Ctrl-1 нажать, а потом поехать. А тут будет такая ситуация. Сейчас звук уберу. Тут у вас будет такая ситуация, что вот вы едете и... Как едете? Вот по вам, допустим, стреляют, у вас машина есть, вы взяли, нажали F, сразу W, и машина у вас уже поехала. Без всякой фигни. Также дровбайт проще. Вот вы едете, нажали Q, сели, постреляли, W нажали, поехали. Все просто и удобно. Так, тут разобрались. Наблюдатель вот это вам не нужно. Игровой процесс. Модель персонажа. Хотите повысить FPS, уберите свою тушу тела. Как угодно называйте. Из-за вашего человека. Постоянно, когда вы будете нажимать, допустим, Tab, когда ваш персонаж есть, у вас будет падать FPS. В данный момент, вот у меня сейчас 320, нажимаю Tab, падает до 180, до 200. А если у вас будет вот так вот, у вас будет, как минимум, падать наполовину меньше. Хотя сейчас тоже жестко просело. Хуйня какая-то, короче, но факт в том, что вот эта туша жрет FPS. Ну, я не так много, но для слабых компов это пригодится. Я лично не убираю. Потом
режим световой слепоты советую поставить протонопия, так как все прицелы у вас будут, допустим, бирюзовые. Если у вас свет обычный, то это у вас красный, либо зеленый. Лично для меня зеленый свет я теряю. Мне проще взять и поставить протонопию, и мне так проще. Я так ее лучше вижу. Потом прицел ставьте какую хотите. Интерфейс слота оружия включайте. Ну, все вот так вот по дефолту ставьте. Не знаю, тут сильно какого-то импакта не внесет. Лимит ленты убийства, правда, вот если у вас стоит 5, то ставьте 10, чтобы увидеть больше киллов. Где кто умер и тому подобное, чтобы понимать, что происходит вообще по карте. Остальное не важно. Вот тут вот можете поставить одиночные везде, потом страдать, потом поставить все на авто. Так что сразу берите, ставьте на авто. И на этом все вроде. Это скины и тому подобное, это не важно. Потом другое. Здесь, если хотите еще выиграть пару FPS, это вы тут берите и все отключаете, кроме статистики отладки соединения. Она показывает вам данный пинг и потери пакетов. Ну, опять же, если хотите, можете отключить, без разницы. Ну, на этом все. Также покажу пару фишек. Не забывайте, допустим, если хотите быстро, если по вам стреляют, чтобы быстро ложиться, не нажимайте Z вот так вот медленно, а через пробел. Через пробел, говорю, через пресет. Вот вы присели и сразу Z нажали. У вас анимация намного в 2 раза быстрее будет. То есть вы, возможно, задоджите где-то 1 пулю, 2 пули. Тем самым вы спасетесь. Пользуйтесь. Что еще? Второй слот быстрее достается, я вам рассказал. Также меняйте управление, забыл сказать вам. Про прыгнуть, забраться, то есть запаркурить и прыгнуть на отдельные части, потому что это очень сильно помогает при разных моментах, которые я вам сейчас покажу. Так, можно через просто прыжок вот так вот прыгнуть к окну, но при этом окно не ломать. Через Q вот так вот спикиваете, и окно не ломается. Противник вас ожидать вообще не будет. Также фишка от Атуки. Когда вы ползете вдоль стенки, про вас инфы не будет, так как он двигается бесшумно. Но только через вдоль стенки. Ну, вот такой вот примерно мини-гайд получился. В принципе, добавить нечего. В некоторых местах можно еще шире, глубже все это раскапывать, но в этом смысла нету. Есть более подробные всякие видосы, и есть видосы, где все эти фишки и так уже давно проговорены. Но я поставил максимально редкие и, скажем, максимально рабочие. Все, что я показал, все это работает каждый день. Остальное, то, что там некоторые фишки говорят, это очень ситуативные фишки. Ну, на этом все. Это был мини-гайд. Всем спасибо.